Столицы Южной Якутии готовятся отметить День шахтера. В преддверии праздника нерюнгринские угольщики провели конкурс профмастерства среди водителей компании «Колмар». О том, как прошел первый опыт соревнований, расскажут наши корреспонденты. Забить бульдозером гвоздь, раздавить яйцо и ковшом забросить мяч в ворота. На какие еще эффектные маневры способны сотрудники угольной компании «Колмар», показал первый конкурс профмастерства на предприятии. Свои навыки водители мощных больших грузных машин демонстрировали на открытом участке горных работ Инанглинской шахты. Была у меня уже давно идея провести этот конкурс, чтобы у них дух соревнования появился, чтобы молодые работники стремились и смотрели на победителей. И, во-первых, провести праздник. Хочется, чтобы люди помимо работы еще умели отдыхать. Отборочным туром для участия в конкурсе стала проверка теоретических знаний водителей. К практическому этапу допустили сотрудников, набравших максимальное количество баллов при сдаче теории. А затем 4 площадки и 4 зрелищных конкурса, где свое мастерство водители доказывали на основе упражнений типа «Змейка», «Заезд в бокс», «Стоп-линия». Но самыми захватывающими и поистине ювелирными оказались такие манипуляции, как забрасывание отвалом бульдозера мяча в кольцо, прохождение змейки фронтальным погрузчиком с коромыслом на ковше, забивание гвоздя ковшом гидравлического экскаватора. Такие соревнования впервые у нас в организации происходят. Интересно поучаствовать, весело. Надеемся, что в дальнейшем будет больше таких соревнований. Самые лучшие, очень интересные соревнования. Адреналин поднимается. Быстро, изящно, будто играющие конкурсные этапы проходят один за другим. Однако за видимой легкостью работы водителей стоит демонстрация отточенного мастерства. Ведь если с такими необычными заданиями водители справляются на раз, то можно не сомневаться, что и основную работу выполняют они блестяще. На всех этапах состязания учитывались время и правильность выполнения задания. За ошибки начислялись штрафные баллы. Итоги конкурса были подведены судейской коллегией, и победители определены в личном зачете. 1-е, 2-е и 3-е места. Посмотреть на соревнования лучших пришли целыми семьями. И невзирая на холодную погоду, никто не пожалел об этом, ведь получили взамен восторженные эмоции. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгрин.